Урматтуу коллегалар, бүгүнкү катышкан жыйынга ыраазычылыгымды билдирем. Здравствуйте, уважаемые коллеги-медиаторы. Позвольте поблагодарить всех вас за участие на сегодняшнем и на завтрашнем мероприятии. Хочу сказать, что эти 2 дня мы будем работать при поддержке IDLO. Заранее прошу всех отключить свои телефоны, либо поставить на беззвучку или режим полета. Все хорошо. Ну, я всего лишь вас поприветствую, и сегодня и завтра вам предстоит работа, во-первых, с обновленным реестром медиаторов при поддержке IDLO в Кыргызской Республике и Европейского банка реконструкции был усовершенствован, обновлен реестр медиаторов Кыргызской Республики, внесены хорошие изменения, и о том, как работать вот с обновленным сайтом, с реестром, как портфолио нужно будет заполнять, личный кабинет, вы как раз вот научитесь на данном тренинге. Кроме этого, при поддержке IDLO и ЕВБР предоставляется прекрасная возможность для нас, для медиаторов, также улучшить, значит, и усилить маркетинговые навыки, как продвигать услуги медиатора. Позвольте предоставить слово директору IDLO в Кыргызской Республике Дильбаре Ибрахимовне. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин тренингтин катышуучулары. Здравствуйте, наши уважаемые участники тренинга. С 2017 года у нас в Кыргызстане реализуется проект Европейского банка реконструкции и развития и IDLO развитие коммерческой медиации в Кыргызстане. И вот я вот здесь вижу, что многие здесь присутствующие были активными участниками нашего проекта «Фаза-1». И сейчас у нас уже продолжает реализовываться проект уже «Фаза-2» этого проекта. И в ходе этого проекта планируется проведение широкой информационной кампании по, значит, осведомленности предпринимателей, бизнес-сообщества о коммерческой медиации, сотрудничества с ними и проведение уже пилотных кейсов с участием представителей клиентов Европейского банка реконструкции и развития и тех, значит, сторон, которые будут направлять уже наши суды, те стороны, споры которых находятся в суде, и суды будут направлять на информационную встречу медиаторам. И кроме этого, также у нас планируется проведение онлайн-тренинга по онлайн-медиации, которые будут проводить международные эксперты. Это Лилия Власова, и об этом мы вас, конечно, еще предварительно уведомим. И я хотела бы объяснить, вот с чем связано, почему мы начали вот эту работу, поскольку, вот, как я сейчас только что объяснила, что предполагается широкая информационная кампания, и мы вот встречались вот с представителями Европейского банка реконструкции и развития и говорили о том, что в ходе информационной кампании наши медиаторы будут встречаться с предпринимателями, будут организовываться семинары, и медиаторы наши будут как раз вот рассказывать о том, что такое медиация, что такое коммерческая медиация, для того, чтобы подвигнуть предпринимателей участвовать в проведении, обращаться, вернее, к процедуре медиации, который, кстати, будет поддерживать наш проект, поскольку в ходе нашего проекта будут поддерживаться оплата услуг медиатора, ну вот так же, как и «Фаза-1». И для того, чтобы медиаторы могли полноценно провести эту встречу, оказать помощь медиаторам, да, как правильно предоставлять свои услуги, как правильно позицировать себя с предпринимателями, вообще вот со сторонами. В связи с этим, во-первых, прежде всего была проведена вот работа с IT-специалистами по, значит, доработке, по корректировке вот сайта РСМ и общереспубликанского реестра медиаторов, в том числе мобильной версии сайта, для того, чтобы удобно было пользоваться и чтобы сразу там выходила ссылка на реестр медиаторов. И также, значит, в реестре медиаторов... Да? Сюда, да? Ага, спасибо. Да, спасибо большое. Да, спасибо большое. А я действительно стою, и вот прямо режет. Ага, спасибо.
Вот, и в ходе, вот, во-первых, прежде всего, потому что предприниматели сейчас в основном, вы же знаете, многие сотовыми работают, с мобильными, поэтому усовершенствовали, видоизменили вот эту мобильную версию, чтобы сразу было видно, когда заходит на сайт, чтобы сразу был вот этот реестр, и сразу заходили в реестр, а в самом реестре предусмотрели такой раздел, как специализация. Потому что раньше, вот представьте, там у нас около 300 медиаторов, да, у каждого клиента, у каждого какой-то свой вопрос. У кого-то, может, семейный, у кого-то коммерческая медиация, да, и восстановительная медиация. Поэтому предусмотрели, во-первых, раздел, значит, специализация, чтобы каждый медиатор указал свою специализацию. И, соответственно, портфолио разработали. И если раньше вот этот по портфолио, это через РСМ проводилось заполнение, что, конечно, было очень неудобно, потому что, вы же знаете, в РСМ сейчас вот сложности с финансированием, и поэтому нет человека, который бы постоянно сидел, работал на сайте. Поэтому сейчас произведена доработка, что будет, РСМ будет давать код доступа, пароль каждому медиатору. Каждый медиатор сам будет самостоятельно заходить, значит, свой личный, в свое портфолио и сам, значит, размещать информацию о себе. То есть, значит, фото, фотографии, там, какие он проходил, значит, обучение, повышение квалификации, вплоть до того, что размещать сертификаты, всю необходимую информацию о своем опыте медиатора для того, чтобы уже стороны, клиенты, потенциальные клиенты могли уже выбирать и находить именно непосредственно того медиатора, который для них подходит. Вот. И сегодня это по вот этому сайту информация должна была быть у нас вчера, но как вам объяснили, что вчера сайт был отключен по техническим причинам, поэтому это мероприятие у нас отложено, завтра будет. Завтра в 2 часа придет IT-специалист, который сделает презентацию сайта и объяснит, как это будет работать. Да? А сегодня у нас будет проводить наш консультант по маркетингу Улан Мухаммед. Он проведет сегодня занятия по маркетингу услуг. И также я хотела бы вам представить, вот представителя, сегодня у нас пришел представитель Европейского банка реконструкции и развития, ведущий менеджер Бакай Джунушев. Да? Пожалуйста, Бакай, может, тоже пару слов скажете? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники. Честно говоря, мы давно уже обсуждаем этот проект. Я видел, как он реализовывается. Были какие-то круглые столы, на которых тоже участвовал, в каких-то онлайн. Но вживую еще медиаторов я не видел. Очень рад вас увидеть, познакомиться. Я не знаю, какое количество сейчас достигнуто, да, тренированных, опытных медиаторов. Около 300. Это очень, мне кажется, большая цифра, хорошая цифра, но я надеюсь, что уже какие-то кейсы успешной медиации, реализованной медиации уже имеются. Хотелось бы об этом тоже, наверное, подробнее узнать попозже. Да? С нашей стороны, вот в эту фазу мы заложили работу с клиентами, вернее, с бенефициарами и с консультантами, которые работают по программе консультаций для малого бизнеса. Я являюсь менеджером этой программы. Что мы делаем? Мы помогаем малому и среднему бизнесу, предприятиям работать с местными консультантами, с международными экспертами для выполнения определенных там бизнес-задач. Это могут быть маркетинг, стратегии, там, очистные сооружения, там даже вплоть до ХАСП, ISO и так далее. Очень много разных видов бизнес-консультаций. И, к сожалению, иногда могут возникнуть вопросы между этими бенефициарами и консультантами, которых надо решать, и желательно это решить во внесудебном порядке. Да? Также имеются случаи у консультантов, которые работают с другими компаниями вне нашей программы. Также бенефициары, у них могут возникнуть какие-то определенные потребности в коммерческой медиации. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы об услугах коммерческой медиации, об этой возможности узнали наши бенефициары, наши консультанты. И надеюсь, что в какое-то ближайшее время мы сможем провести такие семинары, да, для того, чтобы вы смогли рассказать, что вы делаете и как вы можете помочь малому и среднему бизнесу и консультантам в решении этих бизнес-споров. Да?
коммерческих споров. Я надеюсь, что мы сможем уже определиться с датами этих семинаров в ближайшее время, да, и буду рад видеть вас и наших бенефициаров, чтобы вы увидели друг друга, познакомились, они знали, как к вам можно обращаться, какой порядок, ну, о стоимости как бы работы медиатора включена в эту фазу, поэтому я не знаю, какое количество запросов можно удовлетворить в рамках этой фазы, но я думаю, что мы сможем каким-то образом помочь нашим бенефициарам, нашим клиентам и нашим консультантам, чтобы они поработали с вами. Вот, спасибо. Проверяю, пусть меня подтвердят. Окей. Подключите презентацию, да? Так, всем привет. Всех приветствую. Меня зовут Улан. Я занимаюсь маркетингом. И сегодняшняя моя задача перед вами объяснить, что такое маркетинг и как вы можете его использовать в продвижении своих услуг. Но для того, чтобы мы, прежде чем начали говорить о продвижении услуг, нужно понимать самые базовые, фундаментальные вещи, из чего состоит вообще любой бизнес, как его построить, как разработать свою услугу, как найти правильное ее ценообразование, а потом найти свое уникальное торговое преимущество. Вот то, о чем вот вы сегодня спрашивали, да? Что такое УТП. Вот как только мы разберемся в этих базовых вещах, дальше вы можете использовать очень много платных, бесплатных инструментов продвижения своих услуг. Дальше уже будет легче. Так. Я могу переключать? Окей. Так, давайте начнем сегодняшнего семинара. Сегодня мы разберем следующие темы. Первое – это анализ рынка услуг медиаторов. Я до того, как прийти сюда на семинар, немножко информации в Гугле и в Яндексе собрал, поэтому хочу с вами об этом поделиться. Для вас тоже будет очень интересно об этом узнать. Я переключаю или вы переключаете? Хорошо. Вы наверняка слышали слово маркетинг. Как вы его понимаете? Пожалуйста, поделитесь своим мнением, самыми простыми словами можете мне сказать. Рынок. Еще? Правильно. Еще? Еще? Какие? Можно так сказать еще. Нужно понимать, из чего состоит рынок. Можно следующий, да? Самые главные участники рынка это в первую очередь покупатель, продавец и государство. То есть мы находимся в таком вот месте, где обязательно должны присутствовать все эти три компонента. Если один из этих компонентов отсутствует, то можем говорить, что рынка нету. Очень важно, чтобы вы определили, кто кем являетесь. Если количество покупателей превышает количество поставщиков, то есть продавцов, в данном случае это вот медиаторы, то мы наблюдаем власть клиента. То есть он начинает по-другому себя вести, у него есть больше выбора, у него есть определенное поведение, но это вот другая тема. Ситуация, когда продавцов больше на рынке, чем покупателей, это совершенно тоже иная ситуация. И третье, вот это государство, то есть мы должны понимать, что мы все работаем в рамках определенных законов, определенных ограничений и условий, и при работе с вашими клиентами вы должны обязательно этот компонент тоже учитывать. Ну, банально, например, закон о потребителях. Вот знать, если вы как в прошлом имели опыт работы там, в юриспруденции, вы, конечно, эти вещи лучше меня знаете. Следующий слайд. Давайте посмотрим на
анализ запросов ключевого слова медиация в Гугле. То есть Google в течение за последние 12 месяцев показывает нам следующую таблицу. Мы видим, что вот эти вот колебания и графики показывают, насколько часто люди использовали слово медиация в поиске информации по кыргызстанской зоне. То есть мы видим, что в разной степени, в разные месяцы, вам видно, да, вот здесь месяцы, в разные месяцы идет разное колебание. Также мы видим, что с географической точки зрения только вот Чуйская область, Бишкек самые активные в этой работе. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, это, конечно, нельзя приравнять к запрос равно спрос. Это говорит о том, что насколько часто люди обращались за информацией в поисковике Google. Ну, так как Google у нас является номер один сайтом, не только у нас, но и по всему миру, мы должны эту информацию тоже использовать. Если посмотреть на вот эту вот карту, мы видим, что здесь все области, кроме Чуйской, являются пустыми, то есть 100% запросов к нам приходится только из Чуйской области, то есть Бишкеки. Если нас сейчас слушают внимательно наши коллеги-медиаторы из других областей, из регионов, о чем это говорит? Это говорит о том, что очень низкая информированность населения об услугах медиаторов и в то же время очень низкая обращаемость. Нам нужно с вами сделать из этого выводы о том, что, работая в регионах, у нас есть больше шансов привлечь клиентов, нежели в Чуйской области либо в Бишкеке. У вас есть вопросы? Нет, я просто вас слушаю, поэтому я, например, не согласна с тем, что хорошо, в Гугле есть запросы, да, именно по Чуйской области, но у нас в других областях, регионах медиация, например, запросами медиации и услугами медиатора пользуются очень много людей. Но они просто не ходят по запросу. Я согласен, да. Здесь то есть данные можно интерпретировать по-разному. Я не говорю, что вот эти вот показатели это равняется спросу. Он разный. Но нам важно, чтобы вас находили в будущем именно через интернет, через соцсети, выходили на ваши странички, возможно, на ваши персональные сайты. И с этой точки зрения интерпретация вот этих вот данных говорит о том, что у нас очень низкое ваше присутствие в интернете, чтобы вот эти вот ключевые слова, медиация или услуги медиаторов, или там их может быть разное много количество. И вот, допустим, вот сайт тоже делается для ваших услуг, да, то есть мы будем иметь в виду, что вот все вот области, которые здесь вот отмечены белым, есть очень низкая узнаваемость с точки зрения именно запросов в поисковиках. Это вот для нас информация. Также можем увидеть, что примерно на самый пик запросов приходится примерно октябрь месяц. Именно в эти месяцы. Ну, в целом можно сказать, что в этот период повышается некая в целом деловая активность и приходится все вот эти вот запросы и работы. Второй пик приходится ближе к декабрю. Вот если это ноябрь, то это примерно конец ноября-декабрь. И вот, наверное, вот это вот январь, да, примерно вот эти вот колебания вот об этом говорят. Эта презентация у вас потом будет доступна в электронном виде, можете ее потом еще раз отдельно ознакомиться с ней. Можно следующий слайд? Посмотрим еще один такой сервис интересный, то же самое анализ запросов слово медиация в поисковике Яндекс. Мы видим, какими словами чаще всего люди пользуются при поиске ваших услуг. Например, слово медиация здесь 55 раз упоминается. И вот здесь вот есть различные слова, которые помогут вам в будущем ориентироваться, какими словами люди обращаются в интернете в поисках ваших услуг. Например, это может быть медиатор это, да, или, допустим, конфликт это, который, то есть эти слова выводят на те сайты, в которых присутствует информация о медиации.
Соответственно, в будущем, когда вы будете продвигать свои услуги, например, это будут соцсети, это могут быть ваши персональные сайты, нужно вот эти вот запросы тоже учитывать. Следующий слайд можно? Нужно понимать, из чего состоит конкуренция. Для того, чтобы правильно вести конкурентный анализ, нам нужно понимать компоненты анализа, компоненты конкуренции. В первую очередь это клиенты, конкуренты и компания. В данном случае вместо компании можете брать себя, то есть мы. 3 этих компонента постоянно нужно изучать. Вот, нужно подписаться на всех участников рынка и изучать их активности. Следующий слайд можно? Еще один такой момент. Как вы понимаете слово «конкурент»? Еще. Это может быть человек, либо компания, которая оказывает аналогичные услуги. И самое главное, это его свойство, он своими действиями пытается конкурировать за вашего клиента. Вот именно в этот момент это происходит ваша конкуренция. Вот это вот тоже очень важно знать. Так, мы же всем раздали, да, вот эти. У вас на столе лежат листочки, там есть листочек, который называется, можно следующий слайд? Вот. Здесь написано слева «Мои партнеры и мои конкуренты». Вам просьба заполнить настолько, насколько вы знаете или сможете. Да, это вот задачка, которую вам нужно решить вместе с нами. Сейчас, да? Да, сейчас. У вас же есть ручки, да? Да, мы должны записать. Нет, смотрите, у вас есть вот эта табличка. Она у всех есть, да? Смотрите. Нет. Вот, поищите, там у вас должна быть вот эта табличка. Да, у вас слева вы пишете «Мои партнеры», а справа пишите «Мои конкуренты». Да. Можете писать название, если это компания, можете писать людей, если это сами люди. У вас нашли? Нет, вы не тот нашли. Вот посмотрите. Вот, у вас правильно. У вас правильно. Да. Так? Конечно. А еще какие есть? Ну, я вообще спрашиваю, кто-то же занимается сразу несколькими. Нет, мы именно конкурентов. Да, именно конкурентов. А вообще или? Вообще, да? Почему вообще? Мы же именно медиаторов смотрим. Это очень важно, да. Пишем? Пишем? Получается? Ну, это смотря, как вы договоритесь. Может, вы друг друга будете подкидывать клиентов, да? Может, вы вместе будете участвовать. Вместе будете, может, участвовать. Да? У нас сегодня 3 часа, у нас есть несколько заданий, будем много писать, много работать. Может быть, это тогда у нас вот онлайн участвует, да? Может быть, потому что они тоже... У них мы им выслали, да? Да, мы им выслали подобную презентацию. А как можно обратиться? Микрофон, да? Так, у нас есть там, вы же модератор, да? Да. И у нас здесь присутствует сколько человек?
17 человек в Zoom. От вас тоже требуется вот по вот этой схеме, которую вы видите на экране, расписать своих партнеров слева и своих конкурентов справа. Вручную, ручкой или на компьютере, как вам удобно. Если у вас будут вопросы, участники в Zoom, вы можете их писать. У нас здесь есть модератор, он будет их зачитывать. Получилось? У вас что-то мало. Да? Да? Ну круто же. Классно же, когда нету конкурентов. У вас получается? Да? Хорошо. Тогда едем дальше. Вот эти записи не теряйте, будем работать с ними дальше. Можно следующий слайд? Вот здесь можете поставить, откройте, пожалуйста, слайд, на котором написано «Анализ моих клиентов». Нашли? Да? Здесь можете ставить плюсики. Например, вот здесь в графе «Я» или «Моя компания», например, я обслуживаю частные лица, значит, ставим плюсики. Мои конкуренты, если тоже обслуживают частные лица, ставим плюсики. Если конкурент 2, конкурент 3 то же самое обслуживают частные лица, везде ставим плюсики. Теперь, если мы обслуживаем и бизнес, и международную организацию, тоже ставим плюсики и аналогично. Да? Да, да, все верно. Вы уловили. Вам понятно? Вот они, клиенты наши. Слева мы видим виды наших клиентов. Видите, да? Возможно, мы работаем только с частными лицами. Возможно, мы работаем и с частными лицами, и с бизнесом. Мы ставим плюсики. А вам не надо их искать, вам нужно на них самим выходить. Получилось у вас? Так, везде у вас плюсики. У вас прям круто. Везде плюсики. У вас плюсики. У вас получается? Я не могу понять. Вот что непонятно? Да. Они здесь. Да. Вот, здесь. Вы работаете Это с частными лицами? Частными лицами работаете? Да. Ставим плюсик. Вот видите, написано моя компания, да? Ну, Они работают? Везде ставим плюсики, да. По бизнесу, с бизнесом работаете? Я нет. Тогда нет. А они работают? Ну, там по-разному. Ну, кто работает, можете поставить. Международная организация работаете? Лично я и они, да? Да. Понятно, да? Так, у вас. Понятно. У вас получилось? Хорошо. Да. Это просто, вот сами можете записать здесь название конкурентов, это чтобы я обозначить, так просто написал. А так можете название их писать, да? Так, все написали, да? Теперь смотрим на экран. Там, где больше всего у вас плюсиков, например, в частных лицах, скорее всего, у вас есть плюсики, да? То есть о чем это говорит нам? Это говорит нам, что мы больше всего, у нас конкуренция именно сконцентрирована вот в этом вот рынке. Мы больше всего боремся за частных клиентов. Там, где у вас присутствует, точнее отсутствуют плюсики, это о чем нам говорит? Это говорит о том, что там есть свободный рынок, либо там есть свободный рынок, и там присутствует наш конкурент. Понятно? Да? Если наши плюсики не пересекаются с конкурентами, то значит мы должны идти на этот рынок, потому что там обслуживают наши конкуренты. Понятно?
То же самое, если вот вы везде, я вот, по-моему, у вас видел, да, везде у вас стоят плюсики, то это говорит о том, что вы везде присутствуете, во всех этих 3 сегментах, и ваши конкуренты тоже присутствуют, значит, у вас очень высокий уровень конкуренции. Понятно, да? Окей. Едем дальше. Можно следующий слайд? Анализ услуг конкурентов. Вот слева можете написать услугу конкретную. Например, там, предоставление, там, как вы обычно это формулируете, там, услуг медиации, там, и нужно какую-то специализацию, либо какое-то свойство ее здесь прописать. Здесь их я примерно 10 указал, но я не знаю, сколько у вас. Можете вот здесь вместо здесь прописать ваши услуги. Ну, мы их здесь, мы здесь расписали его как услуги. Помощь но адвокат обслуживания тут налоговых, тем не менее, это считается юридические услуги, соответственно, это медиативные услуги, где есть точки зрения гражданского кодекса. Я согласна, что в законе указана помощь, но базируется там все равно на гражданском кодексе, а соответственно, там только мы как услуги попадаем. Для того, что мы себя вызываем. Так, вот здесь все понятно, как правильно писать, да? Вот здесь расписывайте все ваши услуги. Их может быть 1, 2, 3, может быть 10, может быть больше. Сколько у вас есть, прописывайте. Нет, смотрите, вот смотрите, здесь очень важно, смотрите, вот смотрите, да, вы можете их разделять по специализациям, вы можете их делить по клиентам, по регионам, то есть по-разному можете их разделять. Соответственно, вы же по-разному берете услугу, стоимость же у них тоже будет разная. Вот очень... Одна стоимость у нас. Нет, смотрите, здесь очень важно, чтобы мы с вами научились разрабатывать новые услуги. В зависимости от того, какая задача перед вами ставит клиент. Возможно, это очень большая, сложная ситуация, где нужно привлекать там дополнительных специалистов, экспертов. Возможно, это очень стандартная услуга, которую там каждый день вы решаете. И в зависимости от этого у вас будет отдельная услуга делиться. Потом мы еще дойдем слайда, как мы будем считать ценообразование этих услуг. Ну, у нас пока очень все примитивно. Ну вот, давайте сейчас поработаем. Давайте поработаем над тем, чтобы... Да, ну там разделение по специализации. Но денежное выражение это час стоит 1 гривну. Смотрите. У всех по-разному. Коммерческая медиация. Сложные случаи тоже, наследство тоже. И в регионы тоже. Если по регионам, в зависимости от сложности задачи, правильно? Потому что бывает, что некоторые задачи вы можете решать очень длительное время, может быть, месяцами будете решать ее. У нас закон ограничивает месяцами решать, а 3 месяца это максимум. Ну, а возможно, вы за полчаса его, вы же не будете и за 3 месяца, и за полчаса одинаковую услугу брать. У вас себестоимость очень разная будет этих услуг, понимаете? Возможно, придется выезжать куда-то, либо привлекать людей для решения этих задач. Обычно выезжать мы не берем. Выезжать не берете. Ну, например, если вы в регион выезжаете, как вы не берете? Ну вот это все нужно... Да, то есть если это дальняя дорога, то лучше всего заложить себестоимость и потом объяснить, почему такая, из чего она складывается, да?
Ну, вы же за фактическое время, да? Смотрите, можно решать по-разному. Можете вы привязать его к стоимости рабочего часа, а можете к результату привязать, да? Потому что у всех задача может быть разная, да? Поэтому нужно исходить от того, как вы можете посчитать. Когда у вас одна услуга и одна стоимость, это очень неправильно. Нет, мы, учитывая, что мы при суде сидим, но мы вообще первую встречу проводим бесплатно. У нас некоммерческое идет. А потом, когда клиент приходит, мы говорим, столько-то в час. И сколько часов будет, правильно. столько-то в час. Все. Правильно. От чего... Нет, а от чего зависит количество часов? Вы же можете его делать и за 1 час, и за 10 часов. Неизвестно, как получится. Потому что стороны приходят иногда до медиативного соглашения, они вообще могут в последний момент, как добровольно пришли, так добровольно ушли. С ними проработал 2 месяца, они говорят, все, мы пошли в суд. Мы не хотим принимать решения сами. Ну, смотрите, давайте при решении вот этой задачи думать больше как предприниматели, да? Нам нужно решить задачу клиента. Сколько ресурсов для этого требуется? Времени, денег, может быть, привлечение отдельных специалистов, я не знаю, может быть, мероприятие какое-то нужно проводить, или там, не знаю, в зависимости от этого у вас складываются определенные ваши затраты, да, по времени, по деньгам, и вы можете уже считать свою маржинальность. Сколько я должен сверху добавить, чтобы оставаться в прибыли, да? И в зависимости от ситуации у вас будут разные услуги и разная стоимость на каждую услугу. Понятно, да? Нет. Если вы будете так считать, у вас будет много клиентов. У вас будет много клиентов. Да. Потому что вы и легкую, и сложную задачу... У вас 1, 2, 3, 4, да? У вас 4. У вас получается? Молодцы. Все уже сделали. Хорошо. У вас получается? Получается. Так, у вас... Ну, классно. Так, еще. Так, ага. 3, да? Надо побольше. У ваших коллег по рынку побольше услуг. Но это же зависит от того, кто как умеет продавать. Да, давайте учиться продавать лучше. Ну, давайте больше услуг запускать. У вас получилось? Можете вот сюда прописать, не сюда, вот сюда. Да. Моя компания, да? Да. 1, 2, 3, 4, да? Окей. Смотрите, теперь задача следующая. Уважаемые медиаторы, смотрите, задача следующая. Эти же услуги, которые вы здесь прописали, если присутствуют у ваших конкурентов, ставим плюсики. Да? Вот некоторые медиаторы уже догадались, как это решать. Ставим плюсики. Если нет, то минусы. Да? Понятно? Как в предыдущем задании. Ага. Да. У вас все верно. Есть. У вас ставим. Хорошо. Так, вы же модерируете, да? В этом у нас есть в чате вопросы? Можете посмотреть? Все ли для них понятно? А можете их зачитать, а? Эльвира говорит, все понятно. Хорошо. Так.
Наши слушатели, которые в Zoom, закончили, все ли у вас получается? Если у вас что-то непонятно, сразу пишите, мы читаем чат и видим ваши вопросы. Окей. У вас получилось? Вам нужно плюсики поставить. Ну, я не вижу конкурентов сегодня. Не видите? Вы одна. У нас вообще занимается 2-3 человека. Ну, круто. Если нет конкурентов, то лучше. То вообще классно. Вы... Ну, если медиатор в других секторах. Ну, грубо говоря, все, кто здесь присутствуют, они ваши конкуренты. Конечно. Потому что клиент, когда придет... Вы все конкуренты? Да, потому что... Да. Потому что если клиент придет, например, с какой-то задачей, все предложат свое решение, и он вправе выбрать одного из них. Тогда, получается, они все у меня... Вот теперь правильно делаете, да? Окей. Хорошо. Уважаемые модераторы, все поставили, да, плюсики? Можно следующий слайд? Следующий. Нет, предыдущий. Вот назад. Где написано СОМ? Назад. Назад. Все. СОМ. Вот здесь, да. Смотрите. Да. Теперь смотрим на еще одну задачку. Уважаемые медиаторы, можно внимание, да? Смотрим, да? Еще одна задачка. Здесь мы видим еще одну таблицу, где мы должны понять, сколько стоит ваша услуга. То есть у вас есть список ваших услуг, да, от 1 до 10. И вот здесь вот пишем, моя услуга номер 1, вы ее написали, стоит столько-то в сомах. Просто цифры пишем. Например, 1000 сомов, 2000, 3000 и так далее. Прописываем рядом с вашими услугами ваши стоимости. Понятно, да? То же самое по конкурентам. Их может быть 3, их может быть... А вот надо знать. А это конфиденциально у нас. Если вы не знаете... Можно я закрою, да? Если вы не знаете стоимость услуг ваших конкурентов, то вам нужно узнать. Можете открыто позвонить, написать и узнать. Можете тайным покупателям пойти обратиться и узнать, собрать данные. То есть разные методы, но их стоимость нужно знать обязательно. У нас тайна не получится. Можете отправить своих коллег. Можно отправить лазутчиков. Да, можно своих отправить коллег. Можно отправить друзей. А это будет этично? Это нормально. Это же чистая конкуренция. Конечно. Это сбор данных. Да? Расписали? Да. Это цены, да? Да. Эти же услуги берете и расписываете, сколько они стоят. Ага. Так, у вас понятно, как делается, да? Получается? У вас получается? А где у вас стоимость? Мелким шрифтом. Почему плюску сюда поставить? Нет, где у вас сом написано? Не может быть. А вам не распечатали, значит? Да, я решила, что... Мы здесь, оказывается, пропустили слайды. Да, вот этого слайда здесь нету. Я не знаю, как ответить, потому что, во-первых, я никогда не ориентируюсь на цены конкурентов. Не, мы не говорим ориентироваться на конкурентов. Мы сперва пишем свои услуги, сколько они стоят, и пишем, сколько стоит у конкурентов. Мои услуги, они не фиксированы. Я сегодня захотела продавать их за $100, завтра захочу продавать за 5000. Ну вот, давайте зафиксируем сегодняшним днем и напишем. Да. У вас получилось? Ну, я даже не знаю.
знаю, вот если брать вот эту тему, в этой теме никто не работает, но и оплату тоже как бы ее определить тоже нет. Почему? Вот смотрите, наша задача с вами заключается в том, чтобы мы научились считать стоимость наших услуг. Да. Примерно, приблизительно, сколько вы берете за эти услуги? У меня вот сейчас получается уже бесплатно. Бесплатно? А как вы зарабатываете? Это же не благотворительность. Ну вот зарабатываю другим трудом. А это, извиняюсь, вообще... Хорошо, давайте тогда вы напишите минимальную стоимость. Хорошо? 0 нельзя писать. Бесплатно нельзя, это уже не бизнес тогда уже. Да, это не бизнес. Да, а мы хотим зарабатывать, поэтому пишите минимальную стоимость. Я не знаю, ну, хоть какую-нибудь стоимость напишите. Может быть, по 500 сомов это будет, я не знаю. Да, получается? Да, да, да. Да, конечно, все условно. У вас получается, стоимость расписали, а конкуренты? А я не интересовалась никогда. Вот надо. Надо. Да, надо. Да, надо. Вот кто-то. Ага, ага. Хорошо. Хорошо. Коллеги, все написали? Коллеги, все написали, да? У вас все получилось, все понятно, всех? Хорошо. Когда вы расписали стоимость конкурентов, вы увидели стоимость своих услуг. Какие выводы вы сделали? Да? Понятно, да? Какие выводы вы хотите сделать? Компромиссы, да? Видите, например, у кого-то 3000, у кого-то 1000, если у меня 2000, я, например, говорю, значит, у меня нормально, да? Значит, можно до 1000 опускаться, ага. Можно до 3. Все верно, все верно. То есть в вашем случае вы делаете вывод, что ваши цены примерно в среднем по рынку она присутствует, да? Еще кто какие выводы сделал? Для себя, изучая рынок своих конкурентов, я поняла, что, оказывается, очень хороший фактор нужно использовать. Это время, временной режим. Что это значит? Те же самые цены у нас озвучены. Ну, например, я эти цены беру за объем работы, а они берут за час. Угу. Подход ценообразования разный. Да, то есть вот это тоже важно. Да, очень важно. Потому что, смотрите, вполне возможно получится так, что ваш клиент придет и скажет, а вот эту услугу ваш конкурент предлагает за столько-то. Почему у тебя так? И вы должны тогда точно понимать, да, как ваша стоимость, из чего она складывается, да? Либо как она складывается у конкурента, чтобы сказать, быть способным сказать, а у него вот так, а у меня вот так, да? Ну, этично ведем себя, да? А мы дойдем до этого. Так. Может, это тоже входит, да. Конечно, конечно, все входит. Вот вы говорите, что вы, когда выезжаете в регионы, не закладываете их. Но это же ваши затраты же. Или вас везут бесплатно за счет... Нет, почему? Это нужно открыто обговаривать. Нет, смотрите, вы должны просто прозрачно сказать, вот эта услуга столько-то стоит, плюс ваши расходы на транспорт, проживание, там еще что-то. И все. И у вас тогда клиент точно поймет, за что он платит. Скрывать ничего не надо. Открыто обговаривать. А возможно, он сам скажет, хорошо, тогда я сам оплачу вот эти услуги, тебе не надо тратиться. Сам куп... Да, либо скажет, я приеду в Бишкек, либо скажет, я куплю билеты до Аша, да? Там, оплачу гостиницу, да, проживание, обеды, вот это вот все. Допустим, даже покупка там маркеров, аренда там проектора тоже стоит денег, да? Или там компанию приглашать, да? Вот это все нужно учитывать и быть конкурентоспособным. Так, какие выводы еще делаем? У кого самые дорогие услуги вышли?
Да, вот из вашего анализа. Смотрите, здесь нужно исходить из того, как клиент будет вас воспринимать. Потому что у клиента же нет информации, у кого какая трудовая биография. Да? Он будет исходить в первую очередь от цены, от денег, которые он избавляется в пользу решения какой-то проблемы. Поэтому вам нужно строить бренд персональный для того, чтобы обосновывать вашу высокую стоимость. Поэтому к вам вопрос. У кого самая высокая цена вышла на услугу? Давайте открыто обсуждать. Компании, которые уже себя, они уже не один год на этом рынке. Например, даже если медиатор недавно зародилась, они, например, уже раньше оказывали какую-то помощь, например, психологическую, семейных конфликтов. И сейчас они просто добавляют там медиацию, понимаете? Я считаю, что у них все равно уже плюсов больше. Потому что есть большой опыт в других областях. Нет, потому что у них уже есть опыт себя пиарить в этом, в интернете. Они уже там сидят, они уже фирма, она уже наработана. Клиентская база уже. Да. Или, например, вот медиатор, лет адвокатом, естественно, если я говорю, что я ищу медиатор, то уже проще. Еще лучше. Да, то есть уже имя наработанное, люди знают, то есть когда еще говоришь, они Хорошо. Смотрите, когда вы прописали свои услуги, стоимость ваших услуг, такой вопрос. Что вам мешает поднять эти услуги вдвое? Поднять. Ничего не мешает. Правильно? Ничего не мешает. Да. Тогда вопрос, почему не поднимаем? Нет. Смотрите. Ага. Хорошо. Хорошо. Круто. Круто. Хорошо, давайте так. Я такой вопрос задам. Какое у нас население в стране? По последним данным 6,6 миллионов. Да? Сколько у нас медиаторов сертифицированных? 305 медиаторов на 6 миллионов населения. Вы должны как минимум 2 раза дороже продавать свои услуги. Как минимум, а то и в 3-4 раза. Потому что между вами конкуренция практически нулевая, а рынка клиента хватит всем хоть по 1000 клиентов на всю жизнь. Понимаете? Да. Во-первых, это новый институт. Наши люди в регионах, даже пришли, ничего не знают, хорошо. Они сразу бегут в суд. Они сразу бегут к адвокату. Допустим, я как адвокат, я знаю, что я могу провести медиацию, но клиенты пока сомневаются, что это им поможет. И они говорят, вы лучше адвоката нам найдите, либо вы будьте адвокатом. Вот, потому что эта сфера адвокатуры, она уже хорошо развита. Поэтому не поднимаем цены, не хотим терять клиентов. Здесь, я думаю, вопрос в другом. В том, чтобы обосновать, насколько огромную выгоду вы можете дать клиенту. То есть это очень большое время, которое он экономит на судах. Это нервы, в первую очередь, эмоциональный стресс и так далее. Финансовые возможные потери. Да? То есть ценность этих вещей просто велика. Соответственно, мы готовы, мы поэтому в суд и пришли. Да. Они сюда направляют, приходят, они говорят, мы готовы года 4-5, здесь не бодаться. Но ваша задача на этом зарабатывать, правильно? Я не говорю о том, что вы должны обманывать или как-то там придавать большую значимость. Нет, я за то, чтобы у вас всего лишь 300 с лишним человек на всю страну, но при этом вы очень дешево продаете свои услуги. Да. Вот. Да. Почему вот, например, мой клиент, о котором я говорю, он дунганин, он не пойдет к другому кыргызу, да, он боится. Да. Реально, что кто-то узнает о сумме его заработков, дохода. Но когда вот последние переговоры были, и я сказала, хорошо, но я уже все, мы уже как бы друзья, да,
Доверие. Я говорю, хорошо, я приду и за деньги, а он посчитал стоимость, что там, наверное, 10 часов переговоров будет бизнесу, а там по 3 тысячи, он 30 тысяч сом всего, он начал экономить. Он, то есть, не понял, хотя до этого успешно кейсы решились все. Понимаете, он не понял, он лучше съедет с этого здания, чем, а еще вдруг 30 тысяч потеряет. Вот смотрите, мы еще не создали такую ценность, я думаю, его осознанность, и вот еще ценности нет. Хотя он, 3 услуги уже, 3 кейса нормально решили. Тем не менее. Вот когда у нас будет широкая оснащенность, да? Я думаю, что здесь нужно находить тех клиентов, которые способны оплачивать эти услуги в такой больших объемах, и с которыми вы можете договориться по вашим ценностям. Да, то есть это полностью, насколько вы сможете придать значимость и ценность вашим услугам, только зависит от вас. Поэтому я за то, чтобы вы научились это делать профессионально и продавались максимально дорого, да? Потому что когда клиент есть такой эффект, когда он оплачивает большие деньги, он очень прям, у него вот эта вот привязанность, ценность, у него сам начинает придавать этому очень большая значимость. Он сам начинает придавать этому большую значимость. Поэтому я рекомендую за то, чтобы вы как минимум в 2 раза подняли ваши услуги. У вас всего лишь 300 человек на всю страну. Вы смело можете обосновывать, я не говорю про сговор, вы можете смело обосновывать, и если один клиент не найдет, то другой клиент обязательно вас найдет за эти услуги, и вы сможете... Ага, у нас в стране методзора Куперем работает. Больше продавать. Вот суть была именно в этом. Да? Понятно? Это, конечно, все очень хорошо, но учитывая, что мы только начинаем, если мы сейчас поднимем цены, как минимум, смотрите, мы не хотим зарабатывать, еще как хотим. Сегодня надо хотя бы людям дать информацию в том, что это такое, чем это отличается сюда и почему это лучше. Хорошо, правильно. Смотрите, вы исходите от ресурсов. Я предлагаю вам исходить от возможностей рынка. Представьте, когда медиаторов в стране будет не 300, а 30 тысяч, вы хотите, не хотите, будете спускать стоимость. Потому что у вас конкуренция будет бешеная, потому что каждый будет как раз-таки пытаться за счет цены, низкой стоимости забирать у вас клиентов. Вы успеете на своем веку еще делать скидки и спускать стоимость до минимума. Поэтому как раз-таки на зачаточном рынке, который вы сами сказали, лучше продавать его как можно дороже. Да. В основном люди к нам приходят из судов. Да. Они в каком состоянии приходят? Чисто посмотреть, как человек, да, они уже суды пошли, успешно оплатили, там адвокату оплатили, и еще когда суды уже направляют на информационную встречу, они говорят, информационная встреча бесплатна, сходите. Когда они приходят, медиаторы объясняют, но они-то как бы не всегда настроены через медиацию разрешить, да? И там ты говоришь, там, 2000 сомов, для них в этот момент это огромная сумма. Да. Они говорят, там суд төледім, тут адвокатқа төледім, еще там какие-то оценки что-то производили, да, столько расходов, и еще тут медиатор какой-то, когда вот именно правосознание еще у населения нету, они не понимают. У меня такая ситуация была, там по наследству было, две сестры делили квартиру. Она говорит, у меня нету 10 тысяч сомов за госпошлину, что ли, вот так. Я говорю, я информацию встречу. Правила, говорю, пожалуйста, домой, 200 за плюс минусы. Потом, если вы говорите, я готова, то тогда только вступаем в процедуру медиации. Но при этом учитывайте, пожалуйста, час работы 2000 сомов. Потому что я поняла, что если за час берешь, они как бы более дисциплинированы, они понимают, что, значит,
Если я 10 минут поменьше буду вкратце, четче буду излагать и поменьше буду платить. Я вас понял. Просто по сознанию еще... Хорошо. Мы говорим о ситуации, когда вы работаете с физлицем на массовом рынке. Если вы видите, что там население не платежеспособно, скажем так, клиент не платежеспособен, выходите на другой уровень. Выходите на уровень корпоративных клиентов, выходите на бизнес, выходите на международные организации, и там зашивайте деньги. Ну хорошо, это в Бишкеке можно, а регионы где? В регионах очень много банков, в регионах очень много предпринимателей, очень много, там много бизнеса. Ну, к сожалению, сейчас нет представителей этих регионов, которые готовы целые 2-3 часа потратить за 500 сомов. Я уверен, что вы сможете их продавать, как только научитесь искать других клиентов. Понимаете, мы не можем искать других клиентов. Почему не можете? Мы теряем нейтральность, если мы будем искать клиентов. Что значит теряем нейтральность? Потому что медиация работает на 4 принципах. Один из них – нейтральность. То есть ко мне должны прийти люди, которых я не знаю, которые не заинтересованы, и вопрос буду решать однозначно в пользу того и другого путем переговоров. А если я кого-то буду где-то искать, значит, я уже заинтересована в каком-то клиенте. В первую очередь, смотрите, хорошо, смотрите, давайте так, установка такая, я хочу зарабатывать больше. Все. Вот это самая базовая установка. От этой установки идем дальше. Кому я могу продать услуг либо по количеству больше, либо по стоимости больше? Не обязательно, чтобы вы нарушали эти 4 принципа. Придерживайтесь, это очень высокоэтичный бизнес. И продолжайте искать клиентов более платежеспособных. Это нормально. Сейчас Людмила нам Хорошо. Так. Мы-то за. Вот. Скажите, где они обедают? Мы пойдем быстрее. Хорошо. Можно следующий слайд? Да? Коллеги, смотрим на экран. Здесь такая информация. Здесь вы видите оси в 2 направлениях. Качество и цена. То, о чем мы с вами сейчас спорили, говорили. Высокая цена, высокое качество, низкое качество. Высокая цена, низкая цена. Всем видно, да? Теперь расположите, пожалуйста, свою компанию либо свое имя, в каком из этих квадратиков вы находитесь. Если вы считаете, что у вас, вы же уже знаете цены конкурентов и свои, да? Если у вас самая высокая цена и самое высокое качество, то вы вот здесь вы будете находиться, в правом верхнем углу. Если у вас самая низкая цена, вы вот здесь будете находиться. Понятно? В первую очередь расположите себя либо свою компанию на одном из этих 4 квадратиков, основываясь на анализе цен, которые вы сделали. Вы знаете свою стоимость, вы знаете стоимость ваших конкурентов. Рисуем. Себя расположить. Да, себя. Я не поняла. Что непонятно? Смотрите. Сверху написано высокое качество, здесь низкое качество. Справа написано высокая цена, низкая цена. Да? По шкалам примерно мы видим стоимость самую высокую и самую низкую. Если вот так вот разделить. Вы же делали анализ цен? А вот надо было. Если бы сделали анализ цен себя и конкурентов, здесь можно было бы расположить себя. Понятно? Я не могу расположить себя. Почему? Нет, вы говорите, посередине тоже нормально. Можно было бы расположить, а я что, без этого не могу себя расположить?
Это же метод анализа. Вот как вы будете себя располагать, если вы не... Да, как вы будете себя располагать, если не знаете точных цен? Если вы не ориентируетесь на другие цены, вы не знаете, где ваше расположение на карте. Я знаю, где. Хорошо, расположите тогда. Расположите. Хорошо, расположите себя на этой карте. Вот я. Вот я. Окей. Кто-нибудь продает дороже вас? Я не знаю, я же говорю, я не ориентируюсь на других никогда. Я продаю так, как я хочу. Мы сегодня исходим от цен, которые вы сегодня назначили. Вот. Да. Я не делала, потому что я же говорю, я не ориентируюсь на других. Нет, молодец. Нет, я считаю, что каждый человек может продать хоть за сколько. Нет, ну правильно, мы же должны знать свое, ориентироваться, где мы. Мы можем, конечно, делать видео, как странно. У вас получается? Вот у меня, знаете, Да. вот чисто профессионально, Да. да, вот я как бы на профессию на свою Да. нет. Просто чтобы Вот, знать, вот где как бы я вот здесь вот я высокое качество, Ага, мое профессиональное, ага, да. ага. Но мне приходится, будем говорить, по низкой цене работать. Ага, я понял. Вот Пишите свое имя. Вот здесь вот Да. вот Все правильно. Я вас понял. Хорошо. Хорошо. Получилось у вас? Я себе поставлю вот сюда. Вот сюда, да? Вы же видите высокую стоимость и низкую стоимость по анализу, да, который мы делали по конкретно, да? У кого самый высокий, самый низкий. Относительно их, где находится ваша компания, пишет, да? Написали? Окей. У вас получилось? Хорошо. У вас получилось? А где ваша? Посередине. Ой, прям оптимально, да? Окей. Вы вот здесь. Хорошо. У вас? Почему 2? На двух фронтах работает. Видите, она работает бесплатно, но логично. Ага, хорошо. Тоже разберем. Хорошо. У вас как? Примерно здесь, да? Хорошо. У вас получилось? Окей, вот здесь. Так, коллеги, те, у кого получилось 2 точки? 2 точки. Еще у кого 2 точки? Нет, когда вы пишете себя, у кого получилось 2 точки? Хорошо. Почему у вас получилось 2 точки? Вы для кого-то делаете одну и ту же услугу дороже, а для кого-то дешевле. Так получается? У нас как получается? У нас как пилотный проект в Свердловском суде мы дежурим. И вот тогда у нас качество у нас остается таким же, но цена низкая. А когда я вне суда, значит я позицирую себя как высокое качество. Давайте будем брать один только момент, потому что если вы говорите Свердловский суд, да? Если мы вас рассматриваем как представителя Свердловского суда, то у вас нет конкуренции, потому что это госучреждение. А мы вас рассматриваем как коммерческую организацию, либо коммерческое лицо. Государственную службу удаляем, да. Мы все друг друга рассматриваем только как коммерческую единицу и конкурируем на коммерческом уровне. Понятно, да? Окей. У кого правый верхний угол? Правый верхний угол у кого? Окей. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас самое высокое качество и самая высокая цена, да? Поздравляю, поднимайте дальше. У кого правый левый угол? О чем это говорит? У нас высокое качество, но низкая цена, да? Да? Что делаем? Поднимаем? Да? Нет, смотря как они работают, на количество или на что. Если они работают на массу, то... Почему? Потому что бесплатно не всегда же бесплатно. Из-за того, что там проекты бесплатно. А когда проекты ценообразование, мне кажется, неправильно.
Нет, мы рассматриваем только платные услуги. Только платные услуги. Ну, в любом случае, если вы в проекте участие в проекте, вы же тоже оплату получаете. Вы же не безвозмездно там участвуете, правильно? Вы же получаете. Вам государство помещение Нет, смотрите, давайте я объясню. Я понимаю, почему такой вопрос. Мы рассматриваем только тот случай, когда медиатор – клиент. Только коммерческого, без всяких проектов, госслужб и так далее. Только чисто рыночные такие. Ну, вы же сами поставили. А у вас какая? Посередине. Окей. У кого посередине? О чем это говорит? Да, прямо о пересечении, да. Это я посередине поставила. Почему? Потому что, например, у кого-то там 1000 сомов, у кого-то 3000 сомов. Исходя от того, что... Хорошо, по цене вы среднее по цене берете, да? Среднее по рынку. А по качеству вы осознаете, что вы хуже, чем другие? Нет. Там не самое высокое и не самое низкое. Вы очень самокритичная. Хорошо, если это объективно, ну, я вас поздравляю, надо работать над повышением качества услуг и продавать его дороже, да? Окей. У кого левый нижний угол? Да. Ни у кого, да? У кого правый нижний угол? Нету, да? Да, правый нижний угол. Вот этот вот. Нету, да? Хорошо. А когда вы также еще должны расположить ваших конкурентов на этой карте? По тем же принципам, по цена-качество, у кого больше, у кого ниже, кто более профессионал, кто менее профессионал, надо расположить их. И сразу вы увидите отношение, где находится ваша компания, то есть вы, и где находятся ваши конкуренты. Я думаю, они тоже такие же. Да, пишем. Если рядом, то пишем. Да, вот рядом. Да, можете прям их отмечать, их название. Нормально пишите, это нормальная ситуация. У вас вот так, ага, у вас конкурентов отмечаем, ага. Окей, а вы у нас уникальные, да? Вообще она вне рынка, да, она вне рынка, все, можно не подходить. А можно ей сертификат вручить сразу? Да. В этой карте не может быть объективности. Кто скажет, что у него низкое качество? Низкое качество? Ну, смотрите, если вы располагаете, меня слышно же им, да? Если вы располагаете конкурентов в этой карте, вы сразу увидите себя, где находится ваша компания, либо вы сами по отношению к вашим конкурентам. По крайней мере, по отношению к конкурентам вы же будете объективны. Ну или вы можете просто всех их запихнуть в левый нижний угол, там очень субъективно сказать, я лучше всех, да? Я лучше всех, да? 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 А себя расположить право верхний угол и сказать, я там одна единственная, да? Можно так сделать, но это будет не объективно, да? Хорошо, хорошо. Да. А сюда что-то нашла? Да, 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 все верно. Мы имени 3 тома боза бридекин Калашкирехко. Давай быстрее, что ты просто так стоишь? Вы это для себя делаете. Вы это для себя делаете. Мы это делаем не на публику. Мы это нигде не публикуем. Быстрее распределись уже туда или сюда. Тут еще у тебя другие есть шкафы. Вот 3 шкафа, и там еще 2. Внимательно смотри. Смотрите. Речь идет о конкуренции. Поэтому мы обязательно должны выделять, кто лидер на рынке, кто второй, кто третий. И мы сразу увидим, где мы сами находимся. Делайте это для себя.
закройте, свет выключите, никому не показывайте, но для себя. А потом, когда вы будете уже работать с клиентами, вы точно будете знать, этот конкурент, он так работает, он лучше на него ориентироваться, а этот слабак, я его даже замечать не буду. То есть, когда вы будете видеть весь рынок, его состояние, вы можете адекватно оценивать свои ресурсы, свои планы, свою стоимость. Хорошо. Вот я, допустим, определю, что какой-то из моих коллег не конкурент, мне не живу, да, нормально. Я для себя, да, закрывшись в темной комнате, да, что мне это даст, если клиент, а клиент у нас, который идет на медиацию, имеет право выбрать того медиатора, которому он хочет, что мне это даст, если мой, допустим, клиент, предполагаемый, все равно пошел к тому, у кого качество ниже. Если я, допустим, это нормально. То есть, смотрите, что это в первую очередь вам даст. Смотрите, если вы себя расположили в правом верхнем углу, если ваши конкуренты в левом нижнем углу, вы для себя принимаете решение, они мне не конкуренты. Ни по качеству, ни по цене. Соответственно, мы на них уже перестаем ориентироваться. Значит, я лидер рынка и больше всех зарабатываю. Потом, подождите, Теперь вопрос, так ли это на самом деле? Потому что бывает так, что те, кого я считаю низкое качество, низкая стоимость, они зарабатывают больше меня. Соответственно, что-то где-то я неправильно здесь расположил. Понимаете? И чем объективнее мы будем оценивать ситуацию на рынке и себя видеть, мы будем дальше двигаться вот в сторону правый верхний угол. Понимаете? Ну, если я расположила и себя, и конкурента в верхнем правом. Тогда это наши конкуренты. Значит, я их пристально изучаю, а остальных могу не замечать. Нет, ну вот, значит, я их... Вот я немножко, может быть, неправильно сформулировала свою мысль. Я, допустим, знаю, да, что услуги, допустим, у того другого из моих конкурентов ниже, чем у меня. Но клиент все равно идет туда. Ему туда удобнее добраться, удобнее доехать. Он там, кто-то ему порекомендовал, что там прошел медиацию. Он идет туда, потому что он выбирает себе самому, где. Хорошо. Это лишь... ко мне пришел с моим высоким качеством. Это лишь говорит о том, что у вашего клиента не хватает информации о вас. Соответственно, мы сегодня тоже дойдем до этой темы, как сделать так, чтобы клиент узнал о преимуществах наших услуг, да, перед конкурентами. Да? Мы это тоже дойдем. Окей. Да, это очень важно. У всех все получилось. Есть вопросы еще? Давайте сразу обсудим, пока дальше не уйдем. Ну, у нас вот есть уникальный случай, да? Вне рынка. У вас был вопрос? Окей, порешала. Окей, хорошо. Вот это вот очень важно. Можно следующий слайд, да? Смотрите, сперва смотрим направо, а потом смотрим налево. Право – это структура рынка. Любой бизнес в любой стране мира, не связан то медиация, что либо любой другой бизнес, он состоит из 4 вот этих вот сегментов. Он может быть разный по толщине, но примерно, условно, он вот так вот выглядит. Low сегмент – это, если переводить, это низкодоходный массовый сегмент. То есть большинство ваших клиентов по платежеспособности меньше всего, они вот ниже, они вот в этом вот сегменте расположены. Как вы видите, по ширине, по количеству низкоплатежеспособных, их больше. Посередине это массовый сегмент, это рынок более, скажем так, средний класс, который вот меньше по количеству, но чуть больше по платежеспособности. Третий уровень – это премиальный сегмент, так называемый высокодоходный, и люкс-сегмент – это сверхвысокодоходный. Понятно, да? То есть это вот пирамида, он отражение структуры рынка. Теперь смотрим налево. Это вот вы. Мы с вами должны себя рассматривать с точки зрения бренда и говорить, я либо низкодоходный массовый бренд, а это тоже неплохо. Я работаю на low segment. Если я себя рассматриваю по качеству и по услугам, по качеству вы вот здесь, услуг когда и по будете ценам, считать часы, как массовый бренд, я который работаю на передаем массовый сегмент по рынка. Уинменен,
Там и ее если я больничный премиальный не на премиальный, считайте. если на люкс, на люкс. То есть Да? не обращайте внимания на О больничный. чем это нам говорит? Когда клиент к вам приходит и начинает с Нет, вами Айзат, торговаться, когда уходит? почему это столько-то стоит, у того-то Вот. меньше и так И ее далее, следующее это занятие, говорит о том, что получается... вы о себе думаете как о премиальном, Нет, а он о у него вас каждый думает день. как о массовом. Либо вы о себе думаете как бренда массового сегмента, Нет, у а нее он же думает о вас понедельник как тоже есть. бренда низкодоходного массового. Да? Да? Здесь очень важно, чтобы вы работали только на свой сегмент. Это вот отвечая на некоторые ваши вопросы, почему наши клиенты не могут оплачивать двойную ставку. Да? Они могут, просто это не те клиенты. Поэтому очень важно, чтобы вы ориентировались на аудиторию. Также нужно смотреть на... Да. Они думают о том, что ты себя позиционируешь как, допустим, массовый сегмент, да. А они думают, что ты как низкодоходный сегмент. А как повлиять на их думу? Вот, хороший вопрос. Наша задача, так как мы себя считаем, правый верхний угол – это высокое качество, высокая цена, мы себя считаем высококвалифицированными специалистами, брендами, чуть ли номер один, даже некоторые вне рынка. Да? Поэтому мы говорим, мы должны построить имидж подобного специалиста, медиатора, и всеми возможностями это доказывать. Мы об этом тоже дойдем сейчас на следующих слайдах. И тогда к вам придут люди и скажут: окей, он крутой специалист, я его не смогу оплатить, он слишком дорогой для меня. Я лучше найду кого-то, кто-то попроще. И не будет вам парить мозги. Понимаете, да? Да. Да. Будем говорить, вот это вот премиум, да? Да. Премиум сегмент. Да. Знаете, это всегда так непредсказуемо, будем говорить, в моей профессиональной сфере, да? Он как бы всегда, значит, демонстрирует, значит, все остальное, значит, и хвостик на макушке, и все что угодно, и барсетка, значит, и туфли. Ну, то есть капризный. Но он приходит, и он начинает вообще как бы к нему, значит, говорит, разными фасончиками, и так, и вот так, и вот так, и вот так. Но он начинает вести себя хуже, как хозяин. Сегмент. Хорошо, я понимаю. Да, он есть такое. Потом цены сломает, и потом скажет, что да ты дурак. Угу. Хорошо. Почему ты не вынудил меня? Хорошо. И вопрос? Да. Вот вопрос. Как вот этих вот ребят, вот этих вот премиум, и все остальное, как с ними работать, люксовыми? Хорошо. Вот этими? Они же вообще, они же да. Понимаете? Да. Хорошо. Когда вы работаете на премиальном или на люкс-сегменте, к вам не должно быть вопросов, почему это так дорого. Если они капризные, то это понятно, это уже личность такая. Да, соответственно, мы должны для подобных клиентов сами уже работать над собой, да, предоставлять наилучший сервис, наилучшее обслуживание, чуть ли не круглосуточное и чуть ли не выезжать по первому звонку. Вот. Они, во-первых, знают, сколько они платят, а мы знаем, сколько мы на этом зарабатываем, и мы должны идти на вот это вот очень сильную клиентоориентированность. Но, конечно, здесь не должно доходить до каких-то там унижений, там, да, вот это вот все, да. Но, да, если вы построили в рамках деловых отношений очень профессиональный образ медиатора, то, конечно, никто вас не сможет обидеть. Я думаю так. В общем, это называется, если псих, то... Ну, если это очень капризный клиент, надо дать ему соответствующий сервис в рамках как бы дозволенного, да. Но зато он же платит столько же. У вас же договор есть на такую же сумму, да? Как правило, эти люди не хотят заключать договор. А вы не работаете без договора. Когда говорите, что вы не работаете без договора, вы сразу отсеиваете неадекватных клиентов.
А можете брать еще и предоплату наперед, например, если это долгий проект, длинный проект. Ну, то есть надо выстраивать с ними. Я понимаю, да, премиум и люкс – это очень капризник, но и с ними нужно научиться работать и предоставлять не такой стандартный подход, как остальным, а именно индивидуальный. Вот тогда они будут готовы. Вот вы же говорите, он хочет работать только со мной. Вот это вот доверительное отношение нужно суметь построить. Это очень важно, потому что если он доволен, он будет возвращаться к вам снова и снова. Он будет вас рекомендовать другим, а это бесплатная реклама. Ну, это да. Да, надо немножко уступать, да? Говорят, например, мне лучше с вами поработать, потому что я на вас да? кучу денег. Либо чем я пойду, и меня, извиняюсь, все будет. Либо так, да, все верно. Но имейте в виду, что не обязательно... Да, тогда надо вот так. Почему он читает и говорит об этом? Смотрите, не обязательно всем прям стремиться на премиальный люксовый сегмент. Да? Это уже зависит от ваших личных амбиций, стратегии развития, как вы себя видите в будущем, в настоящем и так далее. Вполне нормально, комфортно можно чувствовать себя и в лоу, и в масс-сегменте, и зарабатывать хорошие деньги. Единственная разница, у вас здесь будет очень много клиентов, именно по количеству, да, вы именно этим количеством берете. А в премиум будет именно их, не знаю, раз в 10 меньше, но они будут 1-2 клиента, может быть, в год, но зато они будут самые высокодоходные. Вы будете просто индивидуальными консультантами, да? А вот здесь можете прям население обслуживать бесплатно там. Оптом. Да? А? Да. Да. Время, да? Хорошо. Едем дальше. Можно, да? Следующий слайд. Перерыв. Хорошо, давайте тогда перерыв сделаем и вернемся, да? Хорошо, чуть-чуть отдохнем, а то мы спорим много.